Друзья, всем привет! Скоро Новый год, а это значит пришла готовить новогодние праздничные напитки. Перед вами в банках разлит самогон. На этот раз он чуть слабже, не 55 градусов, как обычно 55-57, с которого я делаю рыбацкий напиток. А сейчас он, судя по спиртометру, 45-46 где-то градусов. Мы будем сегодня изготавливать всякие разные напитки. Вот такие вот. По рецепту здесь надо 40 градусов. Вот крепкость готового продукта 40. Но у меня получилось 45. Разбавлял я очищенный самогон уже чистой родниковой водой. Потом все это фильтровал. И вот померил, вышло 45. Но ничего страшного, пока это будет настаиваться. Градус, я думаю, немножко потеряется. И будет все нормально. Самогон я изготавливаю при помощи спиртовых дрожжей Брагман Турбо. Пользуюсь я ими уже больше года. Честно скажу, вот пробовал всякие до 14, до 16, до 21. Все три работают хорошо. Экспериментировал, ставил, играют все нормально, просто замечательно. Вот это, конечно, до 21, до 9 килограммов сахара вот работает, конечно, лучше всех. Больше всех получается градусов. Так, что еще? Все эти вот дрожжи, все эти наборы для приготовления настоек, наливок и всего прочего, вот всего вот этого, что мы сегодня будем делать, а также вот эти все спиртометры. Здесь у меня от 40 до 70, есть до 40, есть от 70 до 100. Все это можно заказать в интернет-магазине Мир Бир. И, кстати, друзья, сегодня мы будем готовить настойку перцовка, настойку бородинская. Это вот объемом до 3 литров. Вот здесь она будет у нас на 3 литра напитка, и 40 градусная будет настоечка. Так, дальше мы будем готовить вот тут настоечки до 2 литров. Это абрикосовка, пряные виски и ерофеич. И также мы попробуем сделать более легкие напитки. Это смородиновка и яблочный пирог. Почему баночки такие маленькие? Да потому что по рецепту здесь написано, что пересыпьте все ингредиенты из упаковки в фильтр-мешок, плотно завяжите, погрузите в емкость, для настаивания залейте 500 мл качественного самогона или водки крепкостью 40 градусов. Настаиваем в темном месте от 10 до 14 дней. Как раз к Новому году это все будет готово. Для фильтрации просто достаньте фильтровальный мешок и отожмите его. Далее сварите сахарный сироп из расчета 300-400 грамм на 500 мл воды. Остудите и смешайте с настойкой. Разлейте готовую наливку по бутылкам и дайте отдохнуть 3-5 дней. Рекомендуем употреблять наливку в чистом виде со льдом или как дополнительный ингредиент в коктейлях. Ну что, приступаем. А это просто у нас разбавлять, просто настаивать. Тоже вот срок у нас от 10 до 14 дней. Так что как раз к новогоднему столу это у нас все будет готово. Как и что получилось, мы, конечно же, все через 2 недели заснимем и покажем вам. Так, ну что, приступаем. Здесь у нас будет перцовочка. Вот смотрите, такие вот в таких пакетиках у нас. Это у нас перцовка до 3 литров продукта. Далее идет фильтр-мешок. И здесь же прямо идет этикетки. То есть можно будет оторвать, подписать и наклеить на баночку, на бутылочку, что мы дальше так и сделаем. Так, ну что, приступаем. Вот такие вот фильтровальные мешки, готовые уже.
Сейчас мы будем смотреть, что у нас получится. Перцовка. Так. Мешок-то какой здоровый. Готово. Далее мы это все так плотненько затягиваем. И отпускаем в баночку. Как-то вот так. Ну и дальше настойка бородинская. Тоже на 3 литра. Все то же самое. Только здесь у нас такой вот наборчик. На этикетках у нас получается ничего не написано, просто этикетки. Вижу изюм. Ну, такой интересный запах, конечно. Сейчас посмотрим, что получится. Как-то мы с вами уже готовили настоечки на Новый год. Но тогда они были у нас от интернет-магазина Майкопский Бондарь. Сейчас у нас магазинчик Мир-Бир. Скажу я вам, что в течение больше года уже, наверное, пользуюсь этими дрожжами. Напиток получается быстро и без особого такого запаха, то что нормально получается напиток. Мне нравится. Нравится всем тем, кто хотя бы раз попробовал. Ну и пошли дальше. Абрикосовка. Это у нас лист абрикоса, курага, кора дуба, зверобой в составе. Такс. Прямо так вот, чтобы они не было. Пряные виски. Состав: корица, гвоздика, перец душистый, имбирь сушеный, мускатный орех, цедра апельсина, перец, чили, кардамон, ванилин. Это у нас будет пряные виски. Это у нас немножко осталось чистого напитка. Так, ну и напиток Ерофеич.
Состав: анис, бадьян, калган, корень, цедра апельсина, мята перечная, ромашка, цветки, фенхель, шалфей. Больше на лекарственный сбор похоже. Так что посмотрим, что у нас получится. А то у нас в последнее время, в этом году, черемуха, слава богу, немного уродилась. Собрали черемуху. И все, у нас рыбацкий напиток был в основном в черемухе. Сейчас у нас будет всяко разный. Так, ну а здесь у нас пока настаивается в таком же градусе, 40 градусов, на данный момент у нас 45. Но в дальнейшем будем разбавлять сахарным сиропом. И это у нас будет наливочка. Наливочка будет смородиновка и яблочный пирог. То же самое в мешках. Это не за... О, он тут еще и с сахаром. Мне кажется, мешок тут, наверное, для пол-литровой банки будет большой. Влезет, не влезет. Ну, наверное, просто так высыпем сюда. А потом лучше процедим через фильтр, потому что мешок слишком большой для пол-литровой баночки. У меня уже нос зачесался. Бляха-муха. Будьте здоровы. Это я надышался уже. Неприятно. Так что, когда все сделаем, у нас на столе будет напиток рыбацкий не только одного цвета, всяко разные будут у нас наливочки, настоечки. Так, это у нас яблочный пирог. И это у нас пошла смородинка. Смородиновка. Так. О, какой у нас яркий цвет. Я так думаю, напиток должен получиться красивый. Ну вот. Начало сделано. Оно уже окрасилось сразу в смородиновый цвет. Здесь пока еще ничего не видно. Теперь все эти напитки у нас отправятся прохладное темное место, ну, под кровать, грубо говоря. И через 2 недели посмотрим, что у нас получится. Все сделаем, все приготовим, все разольем. Ну, естественно, продегустируем и снимем пробу. Так что, друзья, встречаемся через 2 недели и посмотрим, что у нас получится. Ну что, друзья, прошло 2 недели, даже немножко больше. Договаривались с вами продегустировать и посмотреть, что у нас получилось перед Новым годом. Но Новый год уже позади. Позади праздничные салюты, позади звон бокалов с шампанским и другими напитками. В общем, все праздники у нас позади. Сегодня у нас 3 января. И давайте с вами посмотрим, что у нас получилось с нашими настойками. Где-то прошло, получается, чуть больше 2 недель. Так, вот это наши настойки, это наша перцовка.
Это у нас бородинская, напомним. Это у нас абрикосовка. Это у нас пряные виски. Ерофеич. Смородиновка. Яблочный пирог. Так, вот у нас что получилось по цвету. Это у нас желтенький. Все увидим сами. Так, не стал доводить до ума наливки. Это у нас рецепт наливочек. Яблочный пирог и смородинка. Впереди есть у нас время. Не знаю, не будем включаться. Запах приятный. Тут пока он крепкий, тут еще надо разбавлять сахарным сиропом. Так. Ну а тут я представляю, какой напиток будет, когда это разбавить сахарным сиропом. Тут уже, кроме запаха смородины, уже ничем не пахнет. Чисто как смородиновый морс. Я думаю, получится неплохо. Но это сегодня мы пока дегустировать не будем. А давайте мы с вами попробуем вот эти 5 напитков, что у нас получилось. Итак, перцовочка. Ну, запах перца есть, да? Здесь пахнет хлебом. Бородинская настойка. Отчетливо запах сухариков, вот, ржаного хлеба. Скажу вам сразу, друзья, не то чтобы запах самогона, там сивух или еще чего-нибудь прочего. Тут вообще никакого запаха нету, кроме так приятный запах хлеба. Перцовочка. Так. В общем, друзья, я так думаю, надо все это пробовать. Нюхать это одно. Ну и Ерофеич. О, вот это сразу в нос ударило. Знаете, чем пахнет? Типа нашатыро-анисовыми каплями. Вот как-то я читал полезные советы, на реке, на озеро было. Говорит, чтобы лучше рыба клевала, надо мормышку смачивать нашатыро-анисовыми каплями. Вот. Вот это запах вот этого идет. А теперь все мы это процеживаем. Здесь у нас в мешочках. Это все процедим. И проведем дегустацию, что и как. Здесь у нас было где-то около 45 градусов. Все это настоялось. По небольшой капулечке мы попробуем и скажем. Выберем лучший напиток, так сказать, из 5. Ну, можно это тоже попробовать в крепком варианте. Но потом это будем еще делать наливочку. Честно сказать, по рецепту здесь будет градусов 20. Это будет сладкий напиток. Но это напиток будет для женщин. Как раз к 8 марта, я так думаю, будет готово. А теперь давайте проведем дегустацию и выберем лучший напиток из этих 5. Ну что, друзья, все готово для дегустации. Ложечкой аккуратно взяли по полстопочки. Начислили. Красная рыбка. На печоре, да без рыбы. Вон, семгу ловим. Приступаем. И начнем. Ну давайте вот так вот по порядку и начнем. Перцовочка. Настойка перцовка. Ваше здоровье. С Новым годом. О! Ну да. Действительно перцовка. Вспоминаю Советский Союз. Настойка перцовка вот была, продавалась. Скажу вам сразу, она отдыхает. Перца тут намного больше. Вот это действительно подойдет во время, ну, после морозов, для сугрева, так сказать. Немножко вот выпил, буквально полстопочки.
А все вот согрело, это как раз вот отличный напиток для сугрева, так сказать. Действительно греет хорошо. Так, ладно. После первой не закусываем. Попробуем сейчас настойку бородинскую. Запах хлеба и больше ничего. Приятно. Ну, чтоб клевало и немало, и чтоб вам за это ничего не было. Тут перца нет. Вот этот напиток, я думаю, можно пить во время обеда, допустим, чарочку. Нормально подойдет к местным блюдам. Неплохо. Тоже неплохо. Но этот прожигает капитально. Так, с вашего позволения, бутик с семгой. Друзья, кстати, не знаю, в курсе или не в курсе, говорят, с 1 февраля идет полный запрет на всю вот самогонную эту продукцию. Что 1 февраля будут, изымать, то есть все должны будут сдать самогонные аппараты. Во-первых, их запретят к продаже. Так вот. Тех, кто купил самогонные аппараты, должны будут сдать в полицию. Вот. То есть опять у нас все возвращается на круги своя. Вот все вот это хозяйство должно будет быть под запретом. Так что у нас самогона больше на канале не будет. У нас, в принципе, его и так не было. Это вам сегодня вот рассказываю, как изготавливать самогон. А дальше самогона не будет. Будет рыбацкий напиток. Кому не нравится рыбацкий напиток, будет, называться, скажем, допустим, рыбацкая прикормка. Тоже неплохо. Так и будет. Бутылочка, допустим, рыбацкая прикормка. Или еще лучше, слюна рыбака, допустим. Червячка, когда наживляем, допустим, поплевать надо, чтобы клевало. Что мы? Чем плюем? Слюной. Так в этих бутылочках будет слюна рыбака. То есть червячка туда отпускаем и в воду, чтобы клевало. Что-нибудь да придумаем. Они что хотят? Они хотят, чтобы народ травился жидкостью. Язык не поворачивается назвать ее напитком. Этой жидкостью, которую продают в магазинах с акцизными марками. Чтобы народ травился. Знаю я эти жидкости, знаю, употребляли, в курсе. После этих жидкостей, то бишь, что написано там водка, или там коньяк, или еще что-нибудь, что у нас утром? Жуткая головная боль, похмелье, и во рту как будто, кошки приходили. Все знают, все понимают. Скажу вам честно, вот после напитка, сделанного своими руками, такого нет. Просыпаешься, голова свежая, самочувствие нормальное, все хорошо. Так что нас и так уже прижимают везде и во всем, а хотят теперь еще и травить, чтобы мы употребляли не напитки, сделанные своими руками, а напитки, изготовленные химическими заводами, эту отраву, на которую наклеили акцизную марку, и чтобы народ травился этой отравой, и при этом еще платил немалые деньги за это. Не знаю, я уж точно покупать это не буду. И самогон я делать, конечно, тоже не буду. Будем изготавливать рыбацкий напиток. Или слюну рыбака, или как там, что-нибудь да придумаем. Так что подобные ролики у нас на канале больше не будут. Это 100%. До 1 февраля еще время есть. Так что, друзья, кто успеет на сайте сделать заказы,
заказывайте. Набирайте с запасом дрожжи. Возможно, их потом спиртовых дрожжей тоже в продаже не будет. Заказывайте вот эти наборы для настоек. Кстати, я вам уже говорил, да, вот в первой части этого ролика, то, что при заказе по промокоду Коми-Рыбак у нас сразу идет при первом заказе 3% скидки и последующие заказы там по возрастанию. И 3 набора вот этих для настоек Алхимия вкуса. Тоже идут они по промокоду Коми-Рыбак. Ну, не знаю, что будет у нас после 1 февраля. До 1 февраля еще время есть, так что успеваем заказывать. Ну, а тем временем подошло время у нас для 3-й настоечки. И это у нас абрикосовка. Да. Нет. Все правильно. Пряные виски здесь, это у нас абрикосовка. Ну, за дружбу. Это вообще что-то мягонько пошла. Странно. Градус был везде одинаковый, это пошла вообще как водичка, мягонько. Я бы назвал эту настойку мягкая. Абрикосовка, ну. Запах абрикоса был вот сейчас. Ну вот только теперь вот согрела. Тоже неплохо. Вообще мягонько пошла. Теперь у нас пряный виски. А этот бокал я хочу, друзья, поднять за всех моих друзей на канале, которые, несмотря ни на что, остаются на нашем канале, которые поддерживают меня во всем. Как вы видите, я ни перед кем не лицемерюсь, говорю правду, говорю все как есть. Если употребляем мы где-то в избушках норму немножко, после холодного рыбацкого дня, то мы не прячемся от этого и показываем, что есть на самом деле. А не так, как некоторые там под столом тихоря выпьют и на экране мы трезвенькие, мы не пьем, мы вообще противники всего этого. Есть такие, кто показывает, конечно, все это. Есть те, которые действительно не употребляют, такие тоже у нас есть. И, кстати, неплохие ребята. Но сейчас не будем никого перечислять, вспоминать. Вы сами, если смотрите YouTube каналы, вы сами все это видите, сами все это знаете. Так что, друзья, выпьем за вас. Благодарю за вашу поддержку. Впереди у нас, надеюсь, будет еще очень много рыбалок. Первая рыбалка будет уже завтра. Завтра выезд на рыбалку, выезд с ночевкой. И если ничего не изменится, правда обещают морозы до минус 33, но все собрано уже, рюкзаки на выходе. Выезжаем с Сергеем, канал Карвингард, пока он на выходные праздники приехал сюда домой. Все уже собрано, запланирована эта поездка была уже давным-давно. И все-таки мы выйдем с одной ночевкой, выйдем на наши озера опять же. Посмотрим, как и что нам повезет. Так что за друзей. А вот тут вот отдает корицей. Пряный виски действительно отдает пряностями. Как-то я пробовал у одного моего товарища что-то похожее. Он настаивает на лаврушке, на гвоздике, что-то с пряностями. Говорит, мне нравится. Если честно, мне не очень так. Ну, можно пить, но, если честно сказать, пока вот из этих 4
на последнем месте. Вот что-то не то. Пряный виски. Ну ладно, все, давай. Еще один напиток остался. Попробуем и потом будем уже решать, что и как. Так. Можно рыбкой. Кстати, рыба, какая бы она ни была, это все-таки самая лучшая закуска. Скажу вам по секрету, кто недавно на канале, кто давно и так уже знает, но кто со мной уже общался, тот и говорить больше ничего не надо. Рыбу я ем каждый день, каждый божий день, особенно вечерком. Все есть на столе, но рыба соленая, обычно соленая. Всегда тоже отдельно на тарелочке всегда есть. Это уже просто, ну как, ну, не то чтобы необходимая, главная часть стола, вот скажем так, основная часть ужина. И что у нас напоследок? Ерофеич. Пробуем Ерофеича. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Добра и здоровья всем, друзья! С Новым годом! Все впереди, все будет. Ну что я вам говорил, пахнет нашатыр анисовыми каплями. Типа, не знаю, типа лекарства какого-то, что ли. На любителя, на любителя. Ну, как раз же говорят, вот это у нас как раз стопроцентная прикормка на рыбу получается. Не надо покупать в аптеке нашатыр анисовые капли. Макнул червячка сюда, закинул, поклевка обеспечена. Так, ну что, не зря мы выложили вот именно в таком порядке, получается. Скажу заранее, никакой пробы я не снимал. Настаивалось все в темном месте. Я просто изредка так переворачивал, перемешивал. Это пробовать я пока не буду. Сделаем сладкую наливочку и потом это уже, может быть, когда-нибудь в роликах я возьму с собой на рыбалочку, чисто наливочку уже готовую, и скажу вам, что и как получилось. Тут еще не доделано до конца, надо еще сахарный сироп. Так вот, я говорю, вот то, что здесь как построено, это пахнет нашатыр анисовыми каплями. Мне очень понравилось. Это у нас пахнет корицей, но пряностями тоже не очень. Так что оно вот стоит, вот это на 5-м месте, это на 4-м. Кстати, все правильно, вот это на 3-м, хотя пошло мягонько, мягко пошло. А вот эти два как бы разделяют и первые, и вторые места. Я бы дал им, ну, одинаковые, не то чтобы выбрал что-то лучше, что-то хуже. Вот этот напиток перцовочка, это вот как раз то, что я уже говорил вам, ну, после морозов, чтобы вот хап, и вот так все вот раз и согрело. Тут не просто греет процент, который там есть, тут еще и перец согревает, и получается обалденно. Все вот выпил полстопочки, у тебя все согрелось внутри. А здесь наоборот, тут оно идет мягонькое, ну, более расслабляющее, скажем так. Если, скажем, вот такой напиток это после мороза, чтобы согреться, а вот этот напиток уже изба согрелась, чтобы расслабиться, чтобы, ну, в душевной беседе, допустим, с напарником, с друзьями, вот поговорить, что вечерком, допустим, начать вот с этой, а продолжить вот с этим напитком, допустим. А вот эти напитки я точно заказывать не буду, но опять повторюсь же, это на любителя. Кому-то может нравиться вот эта пряности, кому-то вот нашатыр анисовые капли вот нравится, как вот Ерофеич вот этот. А перцовку бородинскую и абрикосовку я, пожалуй, закажу еще раз. Ну, остальное мы попробуем потом как-нибудь другой раз. Ну, как-то вот так.
Закончили мы нашу дегустацию. Кто-то будет опять плеваться и писать всякие гадости в комментариях. Кто-то поддержит, кто-то со мной сейчас за компанию тоже все это дегустировал. Впереди еще много праздников, впереди Рождество. Кстати, на Рождество у нас совпало с днем рождения моего младшего сына Геннадия. Впереди у нас крещение, впереди у нас старый Новый год. Ну, в общем, праздников хватает. Повторюсь вам, знайте меру, не злоупотребляйте. Немножко можно. Когда есть мера, это всегда хорошо. Когда меры нет, это всегда плохо. И делайте сами. По крайней мере, сами вы себя уже никогда не отравите. Употребляйте чистые. Употребляйте свое. Ну, а насчет покупать или не покупать в магазинах то, что с акцизными марками, это уже решайте, друзья, сами. Никого не учу, никого не уговариваю. Просто на своем личном опыте говорю. Мне вот этот напиток нравится. Что у нас будет дальше после 1 февраля, никто не знает. Все, которые уже мои ровесники, чуть старше, все помнят, что у нас было в 80-м году после принятия Горбачевым сухого закона. Когда вырубали у нас все виноградники, когда у нас уничтожили все заводы, очень много народу поумирали просто от употребления всяких вот суррогатов, вот клей БФ, вот этот метанол, вот эти стеклоочистители, что только народ не пил, одеколон, розовая вода гуречная, пили всякие гадости, но пили, потому что чем запретнее плод, тем он слаще. Запрещай, не запрещай, они сделали только хуже. Народ в России спился конкретно, очень много полегло в могилу, потому что действительно употребляли без меры и всякую хрень. Когда вот это сделали талонную систему, безалкогольные свадьбы, когда в самоварах вместо чая была водка, самогон и все такое. Ну не знаю, тупость, конечно, тупость и дурость. Ну что теперь? Жираф большой, ему виднее, как говорится. Не будем никого учить, не будем никого лечить. Будем дружить с головой, это главное. Спасибо всем за внимание, всем пока. До встречи на рыбалке, она будет уже завтра. До встречи на канале Камербак.